الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Дорогие мои братья и сестры, мы сегодня все братья и сестры. Мы не муфтии, не имамы, не министры, не премьеры. Мы все братья и сестры перед нашим Господом Всевышним Аллахом. И сегодня мы с вами вместе провожаем нашего брата в исламе, брата по душе, брата по любви ко Всевышнему, Ринат Исламуллы Ибрагимов. Я сейчас подошел и выразил искреннее соболезнование его жене, детям, его семье в целом. Мы просто потрясены. У нас, у татар, есть такая пословица: «Мәйет қызғанышсыз болмайды». Жизнь обрывается, и без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ринат Ибрагимов, это невосполнимая потеря для нашей нации, для нашей мусульманской уммы, для российской и советской песенной культуры. Можно сказать, уходит целая плеяда наших звезд, певцов советско-российско-татарской песенной культуры, эстрады. И мы можем сказать, как Муслим Магомаев, как Йосиф Кобзон и молодой Ринат Ибрагимов покидает наш земной мир. И это невосполнимая трата. Я дорожу воспоминаниями о моем брате Ринате Исламовиче. Мы в моем кабинете регулярно встречались, мы регулярно участвовали в наших мероприятиях. Я никогда не забуду, когда мы отмечали 30-летие медресе Московской соборной мечети в новом здании КВН. И его песня «Дорога», а на заднике сцены «Дорога, путь идет к звездам, идет в небеса», и на сцене стоит харизматичный, но в то же время скромный, иногда немножко застенчивый, но настолько добрый и как звезда сияющий Ринат Ибрагимов со своей песней «Дорога». И вот я, вспоминая эти мгновения, всегда говорю, когда мы обращались к нему, никогда не отказывал в своем участии в наших мероприятиях. Мы вместе молились в нашей мечети. На праздники он приходил и показывал, что
деятель культуры такого уровня, он наряду своих братьев в Сафе совершает намаз. Он ведь еще и хаджи, совершивший паломничество в святые места мусульман в Мекку и Медину. Мы очень много, встречаясь, разговаривали. Я храню Аллаха терпимости его семьи, его сынам, его сыновьям и детям, девочкам, которые здесь находятся, его семьи. Поэтому благодарю и вас, дорогие мои, за то, что вы пришли попрощаться и с молитвой провожать последний путь закончившего свою земную жизнь Рената Исламовна Ибрагим. Allah'ın rahmetine olsun, bizim hürmetli dostumuz, hürmetli kardeşimiz, hürmetli şahsımız Renat İbrahim oğlu, Renat İslamoğlu İbrahim. Ya Rabbi. Amin. Слово министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу поблагодарить Всевышнего за тот подарок, который он мне сделал в качестве моего мужа. Он был необыкновенно умный, добрый, порядочный. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого процесса, что они сняли с меня весь груз этой утраты, взяли это все на себя и облегчили тем самым мое положение. Я прошу Всевышнего, чтобы он также вас возрадовал, как они возрадовали нашу семью. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы пришли попрощаться с моим супругом. Я передаю слово Султану, старшему сыну. В такой момент, конечно, тяжело формировать какие-то мысли. Но в целом, конечно, хотел бы сказать спасибо большое всем, кто сегодня сюда пришел, приехал. Я встретился с женщиной в магазинчике, где сказали, что сорвались прямо с Казани, приехали сюда на несколько дней. За это вам всем большое спасибо, что приехали, проститься с моим отцом. Спасибо. Автобусқа бұл ұяқтан КПП-дан шыққанша оңай хабарлас 6-8. Пошли. Отходите назад. Давай салам, благодарим.